Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Я Елена Афонина, ведущая программы «Национальный вопрос». И сегодня мы предлагаем вам и поговорить, и, может быть, поспорить об отношениях России и Таджикистана. И вот почему. Мы сегодня пытаемся понять, за что Таджикистан обиделся на «Комсомольскую правду». Но в чем суть претензий, я думаю, я буквально через секунду вам объясню. А в студии журналист «Комсомольской правды» Сергей Пономарев. Сергей Александрович, приветствую вас, здравствуйте. Добрый вечер. И руководитель фонда «Таджикистан», вице-президент общероссийской организации «Россия. Наш дом» Гавхар Джураева. Гавхар Кандиловна, я приветствую вас. Здравствуйте. Только огромная просьба, микрофон к себе, да, иначе мы вас просто не услышим. Да, прекрасно, да. Спасибо большое. Ну, а теперь, собственно, что же происходило? Была командировка Сергея Пономарева в Таджикистан. Правильно? Совершенно верно. Да. Был материал в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Целая серия. Целая серия, совершенно верно. И именно то, как вы осветили свою командировку, не очень понравилось кому? Ну, я так полагаю, что была организована кампания, правда, довольно бездарно, якобы народного гнева. То есть в мой адрес посыпались письма в социальных сетях с оскорблениями, угрозами, вплоть до моего, так сказать, убийства. Ну, а потом, не далее, как вчера, генеральный прокурор Таджикистана с характерной фамилией Рахмон, он, правда, вроде бы не родственник, а всего лишь земляк нынешнего президента Эмомали Рахмона, они там из соседних районов, заявил на пресс-конференции, что материалы на меня переданы для экспертизы, для доследственной проверки, и в результате по ее итогам может быть возбуждено уголовное дело в отношении меня, ну и, видимо, тех, кто причастен к публикации этого материала в нашей газете и на сайте kp.ru. Вот что говорится. Тон публикации оскорбителен, приведенные в материале факты не соответствуют действительности, но и сейчас проводится лингвистическая экспертиза статьи. Гавхар Кандиловна, вы читали этот цикл? Да, я ее прочитала и очень огорчилась. И сейчас я вот послушала Сергея, у него как будто мания преследования. То есть всех тех, кто обиделся на вас, они, оказывается, организованы властями Таджикистана. Но это неправда. И волны гнева, я вам могу точно сказать, среди моего окружения таджиков и среди мигрантов, с которыми я общалась, они достаточно яркие, без всякого принуждения. На что обиделись? Что вызывает гнев? Что вызывает такие эмоции? Вы знаете, любая национальность пренебрежение может обидеть. Оскорбительные высказывания, пусть даже с юмором, но злым юмором может оскорбить. Таджики очень долго пытались справиться с этими джамшудами и равшанами, да, которых якобы, вот как написано у Сергея, чуть ли не мы сами инициировали, и нам за это спасибо. Хотя и тогда и я выступала, и все лидеры диаспоры выступали, и простые люди выступали без принуждения, говоря о том, что так нельзя. Меня, например, возмущал некий Барат, который в Америке имитировал казахстанцев. Для мусульманина, который имеет чувство собственного достоинства, и для представителя любой национальности, есть высказывания, которые ранят. Когда эти высказывания ранят, люди проявляют свое недовольство. И я вас уверяю, Сергей, меня никто не просил выступить и сказать вам, что лично мне вы сделали очень больно. И я, конечно, не хотела бы, чтобы вас преследовали так или что-то, но если вы приезжаете в страну, вы, видимо, Экзюпери не читали в детстве, и не видите там родников, которые в пустыне, а видите только плохое, да еще позволяете себе оскорблять руководителя этой республики. Вот именно можно это, я договорю? Да, пожалуйста. Просто он людей это не оскорблял. Он говорил в адрес властей обидные вещи. И именно это, скорее всего, и спровоцировало такую реакцию. Почему? И не только в адрес властей, в адрес гастарбайтеров. Первые страницы, вот я сейчас, пока у вас сидела, я чиркала. Но нельзя так относиться к людям, которые работают в России
И настолько бывают обиженными, что если бы мы освещали то, насколько они обижены, так как вы освещаете, и что в России может быть по отношению к ним, но обижены будут и с этой стороны, и с той. Насколько я знаю, мои друзья-журналисты в Таджикистане уже пишут очень плохие вещи о том, как вы осветили ту часть, которая касается, что такое гастарбайтеры, что такое страна, что такое ее лидер. Да, пожалуйста, Сергей, есть что ответить? Ну, конечно, мне есть что ответить. Дело в том, что мой репортаж, цикл моих репортажей – это всего лишь путевые заметки, которые отражают реальную ситуацию в Таджикистане. Нет. Подождите секундочку. Гафхар Кандил, на секундочку. Мы дали вам возможность, не прерывая, говорить. Наши попытки на протяжении 2,5 недель после выхода этого материала добиться чего-то сущностного, конкретного, мы просили: хорошо, скажите, пожалуйста, что в этих путевых заметках не соответствует действительности. Вместо этого мы получали: вы оскорбили нацию, народ и нашего лидера нации, значит, то есть основателя мира и спокойствия. Нет, единства. Основателя мира единства, уважаемого Эмомали Рахмона и так далее. Но дело в том, что ничего, повторяю, конкретного, сущностного, опровергающего то, что я написал, не было сказано. То есть, фактически, те люди, которые мне написали, я все-таки считаю, что там была, так сказать, некоторое инспирирование этого народного такого гнева. Значит, многие, во-первых, это просто не читали, в силу того, что очень плохо говорят по-русски и не могли освоить большой объем этого материала, он около 90 тысяч знаков. А другие, те, кто прочитали, они, видимо, просто не поняли чего-то и оскорбились за то, что написана правда. Эта правда им не понравилась. Дело в том, что те средства массовой информации, которые действуют в Таджикистане, они занимаются тем, что они с утра до вечера облизывают своего лидера, говорят о невиданных успехах Таджикистана и ни словом не говорят о том, что страна находится в глубочайшей пропасти. У страны нет никаких успехов. Страна превратилась при Рахмоне в страну-попрошайку. Страна живет на подаяние, на международную помощь, а при этом она живет на эту помощь, не собираясь возвращать эту помощь. Но я вижу, что Гафхар Кандиловна готова вам возразить, и она очень активно показывает, что все это неправда, но, правда, этого не видят наши радиослушатели. Давайте мы сделаем следующим образом. Сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого руководитель фонда Таджикистана, вице-президент общероссийской организации «Россия. Наш дом» Гафхар Джураева свои аргументы приведет. «Национальный вопрос». Сегодня мы обсуждаем, за что Таджикистан обиделся на «Комсомольскую правду», а нашим слушателям мы задаем следующий вопрос. Как, по вашему мнению, строятся российско-таджикские отношения? Пожалуйста, вот у вас наверняка есть свои наблюдения, у вас есть свои размышления на эту тему. Милости просим, прямой эфир в вашем распоряжении. 8 800 200 ровно 9702. Можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов, я Елена Афонина. И сегодня мы пригласили в студию журналиста «Комсомольской правды» Сергея Пономарева, автора цикла путевых заметок, которые были посвящены Таджикистану. Ну а для того, чтобы посмотреть на ситуацию изнутри, в студии также руководитель фонда Таджикистана, вице-президент общероссийской организации «Россия. Наш дом» Гафхар Джураева. Гафхар Кандиловна, давайте вот вернемся к вам, потому что вы очень бурно реагировали на то, что говорил Сергей Александрович, вы с ним не соглашались. В какой части вы не согласны с тем, что ситуация в Таджикистане далека от идеальной? Вот почему? Я думаю, нет страны в мире, где ситуация близка к идеальной. Таких стран нет. У нас очень непростое время у всех, и у России, и наши проблемы с Европой. Да? Если мы не научимся преодолевать язык вражды и смирим свою гордыню,
когда, если это не понравилось не тем людям, которых, как сказал Сергей, которых прямо организовали против него травлю, а таким людям, как я, достаточно лояльным, любящим и Россию, и Таджикистан, и другие страны, то тогда надо преодолевать то, что обижает. Надо этот язык вражды преодолевать. Он до добра не доведет в наше время. Я знаю, что у нас человек подмигнул, из-за этого митинг был. Восток очень тонко относится к тому, как к нему относятся. Очень тонко, на самом деле. И если народ чувствует в ком-то защитника, это государство большое, огромное, и кормилицей является, вот нападки с его стороны, они ранят, потому что трудно, когда защитник позволяет себе иронизирующую, злую, это даже не шутка, иронизирование злое. И если это таких, как я, напрягает, а я повторяю, я же не одна, у меня есть свой круг и русских, и армян, и таджиков, в том числе и узбеков, но оскорбляет это. Просто давайте решать, что делать, чтобы в дальнейшем этого не было. Я и украинскому радио, когда давала интервью, я сказала, вам надо преодолеть язык вражды по отношению к России. Мы должны научиться в непростое время цементировать наши отношения через добро. Хорошо бы, но, Гафар Кадилович, скажите вот факты. Зачем русский драматический театр в Душанбе сносят? Вот объясните. Мне тоже это не нравится, так же, как и вам. Скажите, почему русский язык... Ну, это русский язык... Что вы сейчас сказали, русский язык? Почему Извините. русский язык узнает все меньше и меньше молодежи? Президент Рахмонов попросил 4000 студентов приехать преподавать русский язык. А разве он Рахмонов? Я говорю Рахмонов по старой памяти, да? Ну, он же не Рахмонов уже. Ну, ребята, если мы будем формальные вещи смотреть, то, наверное, до вас прямо и это оскорбляет, что он фамилию поменял. Ну, в общем-то, да. А почему? Потому что это была традиция, мы на ней выросли. А почему меня оскорбляет, что Москва не град, а Москва-Сити? Вот почему? Это нормально, что мы попугайничаем Москва-Сити здесь? вообще градостроительная ошибка. А меня признана, разве не убеждает, что... Разве меня не оскорбляет, что по телевизору люди вместо того, чтобы возрождать национальную культуру, так как мы пытаемся делать это в Таджикистане... Наши проблемы и болячки извините есть, меня, да. окей, вау, и все это безобразие. зачем? Ну, чем вам отчество мешали? Зачем нужно отказываться от А отчества? да потому что возвращение к истокам, если вы знаете, вы же знаете политическую понятно, историю. я понимаю. Любое национальное Да, возрождение понятно. сопровождается возвращением к истокам. Ну, может Мне быть... даже об этом говорить неудобно. Ну, что такого чудовищного сделали таджики, что захотели, просто вернуться к истокам? ФАР – это... И перестали изучать русский язык. Да не перестали они изучать. Ну, говорят, это плохо. Но, Гафар Кандиловна, те, И кто школа собирается осталась совсем получить мало. российское гражданство, а у нас даже здесь есть люди, с которыми мы сталкиваемся, они испытывают ужасные трудности, и они просят нас вот буквально наговаривать им Да русские даже слова. в Ну, и материале что это? Сергея нет такого утверждения, что там ухудшение есть, и власть делает все для того, чтобы русский язык оставался. Ну, слава богу, хоть за это похвалили. Скажите, пожалуйста, возвращение к истокам понятно, но в Таджикистане было много населенных пунктов, которые были созданы при Советском Союзе, Кроме причем Чкаловска, назовите приезжие, приезжими. Кроме Чкаловска. Душанбе был кишлаком. Октябрьский, например. Кишлаком был. Так он Душанбе и остался, Скажите, ребята? пожалуйста. Это был кишлак, а не Ну, вы город. хотели, чтобы он оставался Сталинабада? Нет, Я хочу, чтобы он оставался Душанбе в переводе понедельник. он и Душанбе. фарсийского. Но это был кишлак. скажите, что? так все-таки скажите, пожалуйста, в чем состоит смысл вычищения славянских географических названий с географической карты Таджикистана. Причем тех названий, тех населенных пунктов, которых в Таджикистане не существовало. То есть истоки были как раз при строительстве этих городов, поселков при Советском Союзе, когда это строилось как раз приезжими людьми, создавались предприятия и так далее. Скажите мне, пожалуйста, в чем смысл уничтожения промышленности, которая была создана в Советском Союзе? Вы, наверное, не Скажите, знаете. пожалуйста, в чем смысл уничтожения сельского хозяйства? Ведь посмотрите, что произошло на самом деле в Таджикистане. Таджикистан превратился в страну, которая живет за счет денежных переводов от своих рабочих гастарбайтеров, которые работают в России. Вот представьте себе такую историю. Вообще, гастарбайтеры в России – это такая сложная проблема, которая подкармливает нашу внутреннюю коррупцию, за счет которой кормятся чиновники, и наши, и таджикские, и так далее. Вот представьте все-таки, что дошли руки
и мы отказались от гастарбайтеров. Или, во всяком случае, резко уменьшили их количество в России. Что завтра будет с Таджикистаном? Вы знаете, это ничего значит, страшного не будет. То есть 1,5 миллиона вернется в Таджикистан. И, где работы, к сожалению, нет. Где работы нету, где заработка не было нет. и в советское время. Ребята, мы пережили, когда за $1 жили в селе. Люди и питались только хлебом. И... Это в какие годы было? Это в советские годы было. Я понимаю, что построили очень много. В том подъезде, где я жила, кроме меня одной таджички, все остальные были русские, которым я до сих пор благодарна за то, что они приехали, строили, лечили. И об этом мы делали даже фильм, который называется «Рождение». Но это не значит, что сегодня претензии к тому, каким мрамором, где что отделано, вместо добра надо пинать другую страну, которая дружественная. Огромная просьба, ответьте на вопрос Сергея Александровича по поводу названий населенных пунктов, которые изменяются. Исконно русские названия, уж простите за это. Например, пик коммунизма, да, поменяли, исконно русское название было, да, еще что, Чкалов. Чкаловская. Я вот была против, потому что Чкалов – это советский, не славянский, как сказал Сергей. Но мы говорим сейчас не о вас лично, мы сейчас говорим о стране, которая называется Таджикистан. А я что, не таджичка? Нет, секунду, почему вы же не согласны с этим? Значит, есть те, кто поддерживает. Вещи? Вот объясните нам, почему это происходит? Вы не поддерживаете, мы поняли, почему в стране это происходит. Это становится поводом для того, чтобы обозвать и таких, Гафар как Кадин, я, ответьте, пожалуйста, на конкретный вопрос. Да. Почему в стране это происходит? Я вам уже сказала, что на волне национального обращения к своей истории и возрождения, то бывают и в том числе и какие-то вещи, которые многим не нравятся. Но это не значит, что журналисты с другой стороны, дружественной, будут пальчиком указывать, что все-таки делать. Если это пальчиком указывать, надо это делать по-доброму. Надо не так, как вы это издевательски написали, а сделать это по-доброму. И я вас уверяю, любой таджик, начиная от представителя власти и кончая гастарбайтером, вас поймет и будет стараться делать так, как вы сказали. Хорошо, тогда объясните, почему те же самые таджики не высказали претензии телеканалу, который 3 сезона, 3 года показывал сериал, в котором, собственно, и появились вот эти имена, на которые вы сейчас как на оскорбляющие указываете. Нет, выступали. Я говорю, выступали не все, закрыли, в том числе уголовное дело возбудили, лингвистическую экспертизу. Вы можете заставить российских бизнесменов не принимать на работу тех мигрантов, которые напрягают Россию. Не можете. Потому что это бизнес. Так вот, то, что появилось, оскорбительное для Таджикистана, тоже оказалось бизнесом. Сегодня я разговариваю с журналистом. Это наша 4-я власть. Это миллионная аудитория. Тут вопрос не в деньгах. Он сказал, что это вопрос в правде. Но то, что он сделал, это не правдолюбие, а правдорубие. Давайте переходим к очередному перерыву. Сейчас новости середины часа, реклама, а затем продолжаем. Сегодня в программе «Национальный вопрос» мы обсуждаем российско-таджикские отношения. У меня огромная просьба к нашим радиослушателям воспользоваться возможностью обсудить эту тему с нами. И в первую очередь я обращаюсь к представителям таджикской диаспоры. Мне хотелось бы, нам с Андреем Михайловичем, хотелось бы услышать ваши голоса в нашем эфире. Как вы оцениваете эти отношения? Партнерские, каждый сам за себя. Пожалуйста, можете высказывать свою позицию. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправляйте сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. В студии руководитель фонда «Таджикистан», вице-президент общероссийской организации «Россия. Наш дом» Гафар Джураева, ну а также журналисты «Комсомольской правды» Сергей Пономарев и Андрей Баранов. Ну вот мы говорили о неких проблемах. Я понимаю, что для нашей аудитории, наверное, не секрет, что и за рамками нашего эфира мы продолжаем дискуссию, порой более бурно, чем позволяем себе это сделать в эфире, но тем не менее хотелось бы поговорить о проблемах, которые существуют и в отношениях России и Таджикистана, собственно, и в самом Таджикистане, но это после телефонного звонка. Сейчас мы его выслушаем. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Я что хочу сказать, я вообще родом с Узбекистана и хочу поддержать журналиста, который написал всю правду. И хотелось бы, чтобы он про Узбекистан написал. Я согласен с ним полностью, вот, на все что. А вот представитель таджикской диаспоры просто нагло врет. Ну, давайте все-таки будем повежливее. Александр, давайте все-таки. Рядом с нами сидит прекрасная женщина, интеллигент, специалист. И желательно по аргументированию, пожалуйста. Вот в чем вы видите, ну, скажем так, неправду? В чем она? Пожалуйста.
Неправда в том, что вы пытаетесь создать такой красивый миф о таджикской нации. Но, по сути, вопрос гастарбайтеров, это же действительно правда. Все едут сюда зарабатывать деньги. А отношение к русским, понимаете, остается на нуле. Понимаете? Угу. Хорошо, спасибо огромное. Отношение к русским, Гафхар Кандиловна, на нуле? Я увидела не только сама, когда ездила, и с диаспорой я общаюсь, и организации есть, которые занимаются русской общиной и помогают им. Я сошлюсь на материал самого Сергея, где русские из Таджикистана, за которым больше 60 лет, двое, да, говорят очень хорошие слова об этой республике, где живут, и уезжать не собираются. Кто-то, может быть, собирается, хотя вы написали, их выдавливают. И в Хадженте, кстати говоря, никого не выдавливали, даже из того же Чкаловска, ибо там войны как таковой не было. Вот он сказал, я вру, потому что я создаю некий какой миф, я не поняла, что я говорю. Я говорю о том, что трудовые мигранты, которые приезжают в Россию, это та база того содружества. Если они не нужны нашему бизнесу, надо просто отказаться их нанимать, и они не будут сюда приезжать, будут искать другие рынки. Но если они нужны экономике России, то отношение к ним должно быть более уважительное, потому что человек, который трудится, это великий человек. А куда еще жители Таджикистана едут для того, чтобы найти работу? Они сейчас едут везде, честно говоря, и в Казахстан, и в Киргизию, и в Узбекистан, точно так же, как граждане Узбекистана едут куда могут. Из России едут в Европу, куда могут. Но ведь с Узбекистаном не самые лучшие отношения. Вы понимаете, это у вас миф, что у нас такие плохие отношения. У нас есть нормальные разборки, как у любых стран между собой, из-за воды, из-за экономики. Какие же нормальные разборки, если у вас заминированы границы, тропы все, стоят войска, перекрывают друг другу, вот готовы развязать военные действия. Это называется нормальная ситуация? Более того, я скажу, что из бывших 5 погранпереходов между Таджикистаном и Узбекистаном осталось 2. Узбекистан отрезал Таджикистан от единой энергосистемы Центральной Азии. Узбекистан фактически прекратил транзитное автосообщение. Узбекистан фактически прекратил железнодорожное сообщение. То есть сейчас остался фактически один единственный пассажирский поезд, который идет из Душанбе в Москву. Все остальное... железная дорога внутри Таджикистана стоит и ржавеет, потому что Узбекистан препятствует. И никакого решения этих проблем нет. Чем дальше, развивается события, тем отношения становятся напряженнее. Более того, Таджикистан умудрился испортить отношения практически со всеми своими соседями, в том числе с Киргизией, с Узбекистаном, как я сказал. Неважные отношения с соседями Афганистана. Там понятно. Подождите, с кем вы сказали? С Афганистаном неважные отношения? Да, там фактически уже несколько веков идет война, и там фактически не с кем налаживать эти отношения. Тогда вы, 2 страны назвали, Киргизия и Узбекистан, с которыми Таджикистан, как вы сказали, разрушили отношения. Вот именно Таджикистан стал инициатором разрушения, а это не конфликты между странами, которые пытаются все-таки жить и идти дальше вместе. Потому что без воды, которая идет из гор Таджикистана, Узбекистану тяжело. Если мы хотим строить электростанции, это может напрягать тех, кому этой воды не хватит. Мы будем договариваться. Это все равно единая культура, понимаете? Это единый менталитет. И поэтому можно писать об этом. Вот, кстати говоря, все, что остальное вы писали, я, когда не вижу оскорбительных эпитетов, я считаю, что это более-менее нормально, потому что правда тогда становится просто правдой, а не правдорубством и унижением нации, и унижением лидера. Давайте послушаем Александра. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Это уже второй Александр? Да, это второй Александр. Алло. Да, пожалуйста. Знаете, вот я слушаю разговор, и мне так стыдно за Россию, что когда мы развалили страну, мы в Москве ее развалили, СССР. И теперь мы, зная, насколько эти слабые были республики, и теперь расхлебываем и их обвиняем. Хотя все это произошло в Москве. Не очень стыдно.
Понятно. Спасибо. Я зачитываю сообщение. У меня много знакомых, которые приехали. Что-то они не хвалят Таджикистан. И дополнение. Те люди, которые жили там в советское время. Следующее сообщение от Дениса из Швейцарии. Служил в Душанбе. Русских ненавидят. Квартиры русских заняли местные. В городе развели грязь, а была, собственно, вот такая замечательная страна. Что Денису надо посмотреть фотографии, которые напечатал Сергей, которые входят в разрез, как бы оппонируют его же собственному тексту. Ну, местами. У каждого, наверное, свой взгляд. Очень красивая страна, очень красивый народ, и он это все снял и показал. Я ему за фотографии благодарна, за текст, к сожалению, больно. Но промышленность уничтожена. Вы знаете, в советское время у меня доктором экономических наук по размещению производительных сил был мой отец в советское время. И он говорил, что Таджикистан по своему развитию, в том числе и производительных сил, находится в самой низкой ступени. После нас только была Туркмения, которая на тот момент не могла использовать те недра, которые они используют и что-то строят. Вот мы были на последнем месте по уровню развития, и мы были на первом месте по смертности детей в то советское время. Потом грянула война. Она не добавила ни в экономике ничего, она только разрушила до основания все, что было. Мы, таджики, перебили друг друга из-за того, что какая-то часть захотела... Кстати, обе части хотели быть с Россией. Но мы хотели, чтобы прекратилось клановое региональное развитие, чтобы более-менее Таджикистан вышел на какие-то нормальные параметры. Не получилось же этого. Клановое развитие продолжается успешно? Один клан сменился другой правящий. Это условия времени. Сегодня нет ни одной страны, где бы не управляли лидеры, которые окружают себя. В Таджикистане есть оппозиция? Конечно, есть. Что она из себя представляет? Она из себя представляет разные движения, и исламское движение, и демократическое, и там какая-то еще... А что это за группа 24? Группа 24 – это касьяновская, как для меня касьяновская группа. Те люди, которые ушли из бизнеса, ушли из экономики, они создают группы, которые хотят вернуть себе то, что потеряли. То есть в Таджикистане она объявлена экстремистской организацией, насколько я понимаю? Ну, судя по тому, что мы считаем экстремистами тех, кто довел Украину до такого состояния, и так как у нас вот это противостояние вылилось в огромное количество крови между людьми, наши митинги, то я думаю, что могут назвать это экстремистическими. Время слишком неспокойное для того, чтобы играться с так называемой демократией западного толка. Надо все-таки думать, что Россию раскачивать, и Таджикистан раскачивать, и Центральную Азию нельзя. И все, что беспокоит, как камешек в ботинке, надо просто договариваться, чтобы его не было. И я ту фразу, которую вы сказали, давайте жить дружно, давайте говорить, быть правдолюбами и все-таки стараться жить дружно. Хорошо, если появляется какая-то критика, дальше что происходит? Нормально. Критика, она нормальная. Ничего не происходит. У меня половина друзей моих, которые в Таджикистане имеют собственное мнение. Моя лучшая подруга работает на радио «Свобода», и никто ее не преследует. За время правления Рахмона... Прошу прощения, еще один небольшой перерыв. Продолжаем через 4 минуты. В студии журналисты «Комсомольской правды» Андрей Баранов, Сергей Пономарев. И сегодня с нами в студии руководитель фонда «Таджикистан», вице-президент общероссийской организации «Россия. Наш дом» Гавхар Джураева. Вот один из наших радиослушателей написал: «Нам нужно искать точки соприкосновения с такими странами, как Таджикистан. Хотя бы, пишет наш радиослушатель, в вашем разговоре». И вот еще страна прекрасная, очень красивая природа, но коммунально-бытовые условия ужасные даже в городе. Так что у каждого, как мы видим, свое отношение к Таджикистану. Мы спрашиваем наших радиослушателей: российско-таджикские отношения, как они должны строиться, как вы их воспринимаете? Генрих, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте. По двум пунктам, по самой статье и по отношениям. Отношения мне представляются не очень радужными. Например, недавно убили нашего военнослужащего с Гатчинской базы, который отдыхал в местном ресторане с семьей. Вот. И он, как человек, защищающий Таджикистан от террористов, тоже мог бы требовать себе уважения. Вот. Или, например, в 2011 году на ровном месте задержали наших пилотов и полгода их мариновали в Зиндане. Вот. Теперь непосредственно по статье. Я вот как понял, автору нравится, ну или он нейтрально относится, когда русских называют Иваны
или Наташки. Вот. Так что я понимаю таджиков на этих Равшанов и Джамшутов, их реакцию. Остается, правда, только удивляться, почему за такое время у нас успешно в России действует 282 статья, они не подали в суд на этот ублюдочный сериал, который вот в таком виде представляет да, я об этом спросила. Да, спасибо, Генрих. Я об этом как раз Гавхар Кандиловну и спросила. Ведь отправной этой точкой для появления вот именно этих персонажей да, стала отнюдь не «Комсомольская правда». Еще раз говорю, телеканал, который 3 года, 3 сезона транслировал как раз вот именно то, что так не понравилось в самом Таджикистане. Но вопрос у нас завис в воздухе. Тем не менее, отношения. Вот как вы видите действительно вот настоящие партнерские отношения России и Таджикистана? Вот можно считать нынешние отношения партнерскими? Я думаю, можно, потому что у нас стоит 201-я дивизия, и погибают не только солдат, который может быть защитником, там, потому что подонков везде хватает, и в том числе в Таджикистане, но погибает и очень много тех, кто приехал честно трудиться сюда, понимаете? И если каждый раз мы будем все эти случаи рассказывать, а я, который всю жизнь собираю жалобы мигрантов, наверное, имею такой огромный пакет информации, который мог бы сегодня озвученный здесь отозваться в Таджикистане той же ненавистью. Понимаете, не надо этого делать, пожалуйста. Мы стоим перед огромной проблемой. Это ИГИЛ. Вот да, я хотел спросить, ведь исламизм в Таджикистане сейчас голову поднимает. Причем он пробрался уже в достаточно высокие государственные структуры, затронул некоторых руководителей. Недавно целый руководитель сбежал, чуть ли не в генеральском звании, сбежал в ИГИЛ воевать. Вы знаете, у меня такое впечатление, что президент Таджикистана делает все для того, чтобы сдержать процесс исламизации, радикализации ислама, вот такой ислама, радикального ислама. У нас с салафитами боролись, которые сейчас их уже амнистируют, потому что они признали. У нас 200 детей оказались в Пакистане во время войны, которых, пересекая реку, остались без родителей и уже из Афганистана попали в Пакистан. Но каждый человек может стать или ростком зерна хорошего, или может стать бомбой. Вот наша задача всех, кстати говоря, и мне кажется, и «Комсомольской правды», который хороший материал сделала о Грузии, того же Сергея, да, неплохой материал про Узбекистан. А сегодня я слышу такие вещи, которые отзовутся негативом. Гавхар Кандиловна, я прошу прощения, в школе мы затронули эту тему исламского государства, террористической организации, запрещенной в нашей стране. К сожалению, приходится слышать следующие реплики, что если сейчас Россия каким-то образом, ну, я не знаю, каким, но тем не менее, говорит о том, что давайте мы сейчас минимизируем поток мигрантов, то те люди, которые здесь сейчас находят работу и обеспечивают свои семьи, вернувшись на родину, станут как раз очень хорошей почвой для того, чтобы именно их завербовали в исламское государство. Это так или нет? Я думаю, что если мы члены одного содружества и думаем о будущем, то в одном теле не может болеть рука и не болеть все тело, правда? Если мы содружество, то проблемы того же Таджикистана становятся в том числе проблемой России. А проблемы России будут проблемой Таджикистана. Именно поэтому там окно, именно поэтому 201-я дивизия. И ошибок не бывает, чтобы государство правило без ошибок. Да, объект окно, я просто поясню, что для наших слушателей объект окно – это, значит, оптика, электронный комплекс слежения за спутниками, которые находятся на вершинах Памира. И, насколько я знаю свой народ, отношение к России даже тогда, когда резали друг друга, всегда было хорошим. Вот что-то всегда было странно. Когда мы резали друг друга, мы всегда хорошо друг друга. Звучит страшно. Когда мы резали друг друга, отношение к России было хорошее. Все равно, да. Вот даже писали, это дом узбека не трогайте, это дом русского не трогайте. Да, когда мы друг друга били. Когда мы таджики резали друг друга, имеет в виду Гавхар. Да, я имею в виду, что когда, извините, я немножко разволновалась, и уже глотаю слова, да, простите меня. И я предвижу большие катаклизмы, которые коснутся не только Таджикистана, они коснутся всей Центральной Азии, а мы рядышком, под боком у России, понимаете? Поэтому, если мы сообща будем бороться с этим, без злобины, без злой иронии, то это только принесет пользу, потому что это вызовет доверие одного человека к другому. А если мы пойдем через это, как указывать сверху, ты вот это не так сделал, ты вот это не так сделал, то кроме озлобления и пополнения тех рядов, которые якобы борются за справедливость, и якобы они за то, чтобы люди были
равными, только пополнится. Поэтому внимание к Центральной Азии должно быть вот не такое поверхностное. Здесь даже война, какие-то странные вещи написаны, что там ленинобадцы объединились с курган-тюбинцами против куляпцев. Но вы, прежде чем все-таки писать о народе, вы посмотрите его историю глубже, потому что такие ляпсусы будут вызывать недоверие у людей, которые это читают. В Таджикистане как воспринимается Россия? Как большой брат, партнер, донор? Вот какое отношение к России? Это, опять я повторяю, есть в его материале, когда он людей спрашивает, и даже при слове «Россия» они начинают улыбаться, как он написал, женщины скалятся золотозубыми улыбками. У него язык вражды очень часто прорывается там, где он проявляет... Нет, вы сейчас опять оцениваете статью. Секунду, это взгляд Сергея Пономарёва. Вот ваш взгляд на то, как, вот по вашему мнению, ваши друзья, родственники, как они относятся к России? Россия кормилица, Россия защитница. Если она будет унижать, она, просто этот маленький Таджикистан окажется без туалета. Ну почему Россия должна быть кормилицей и защитницей? Кто сказал, что должна? Такого вопроса не было. Странный вопрос. Конечно, не надо. Сергей, по вашему мнению, не надо. Я говорю, вам рядом с Нуланд печеньки раздавать. Нет, по моему мнению, извините, пожалуйста, необходимо ввести визовый режим с Таджикистаном, резко ограничить прием гастарбайтеров. Значит, поскольку, решая проблемы Таджикистана, мы множим свои проблемы. Ой, да, господи. Да, мы множим свои проблемы. Количество населения Таджикистана 8 миллионов, 1 миллион, как говорят, выезжает на заработки. Да, одна Москва больше 10 миллионов. Одна Москва. Я вижу, какие громадные проблемы в вашей иронической манере, скажу. Может создать маленький Таджикистан, 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 создать маленький